Ерлап Огрен – проект для тех, кто хочет выучить крымско-татарский язык, а учить мы его будем с помощью крымско-татарских песен. В помощь нам как народные, так и авторские песни. Селям алейкум, вы смотрите проект Ерлап Огрен «Учись и пой» от Джанлы Радио. Показывать мы вам будем не только готовые эпизоды, но и то, как они создаются. Ведь над созданием нашего проекта работает огромная команда. Режиссеры, монтажеры, операторы, звукорежиссеры, визажисты и стилисты, а также наши молодые исполнители. Совсем скоро я познакомлю вас с очередным нашим исполнителем, чей голос вы будете слушать в этом эпизоде. А пока подпишитесь на наши страницы в социальных сетях и на наш YouTube-канал. Поставьте колокольчик, а также пишите в комментариях, каких исполнителей вы хотите слышать в нашем проекте. «Алтын юзук» — это крымско-татарская народная песня, довольно-таки известная. Придерживался в основном такой прозрачности в музыке, легкости, чтобы на первом плане был, опять-таки, повторяюсь, текст. Кантос, сохраненная крымско-татарская мелодия, абсолютно ничего не менялось. Работать с народными песнями и легко, и сложно. С одной стороны, есть готовые тексты, музыка, а с другой стороны, именно к современным версиям народных песен больше всего претензий. Мы не делали кавер-версий, мы старались быть ближе к традиционному звучанию. Посмотрим, что у нас получилось. Песня «Алтын юзук» привила мне любовь к крымско-татарскому фольклору. Впервые я услышала ее мелодию без текста, и это была любовь с первых нот. Текст песни с музыкой взаимодополняют друг друга и создают полное эмоциональное погружение в тему, о которой поется. И как поется в одной из строчек песни, и среди тысяч лиц, увиденных мною, не будет ни одного похожего на тебя. Наше сегодняшнее занятие будет связано с очень красивой песней, которая считается женской, однако ее исполняют и мужчины. Алтын юзук кесельмес. Алтын юзук, но тут все понятно, золотое кольцо. А что же обозначает кесельмес? Кесельмес не сломается, то есть алтын юзук кесельмес, золотое кольцо не сломается. Однако слово кесельмек или кесельмес можно использовать в другом контексте. Например, лав кесельды, прервался разговор, или телефон багы кесельды, прервалась телефонная связь. Попробуйте сами с разными словами. Дердым артар эксельмес. Основное слово дерд. Дердым – моя печаль. Дердым артар – моя печаль увеличится. Эксельмес – не уменьшится. Посмотрите, как удачно здесь идет игра слов. Эксельмес артар. Кунде де юз бин данесыны корсем, бырысы да саңа бенземес. В этой строке интересующее нас слово бенземес. Бенземес не будет похожим. Бенземек – быть похожим на кого-либо. У этого слова есть синоним, который тоже активно используется – ошамах, но не следует его путать с видоизмененным охшамах, в котором добавляется буква «х». Охшамах – это приласкать, ошамах – это быть похожим.
подходим к концу. Алмыдыр сенің явлығын, мормыдыр сенің явлығын. В этой фразе я бы хотела сакцентировать внимание на двух словах. Ал и мор. Ал – это красный или алый, мор – это фиолетовый. Красный ли, фиолетовый ли твой платок? Ты не плачешь и не смеешься. В порядке ли твое здоровье? Имеет ли значение здесь цвет? Конечно же, имеет, потому что крымско-татарский фольклор особенно богат на символичные образы. Красный цвет обозначает семью, брак и здоровье, а фиолетовый – это цвет разлуки. Этот оттенок активно используется в песнях, которые рассказывают о разлуке. А относительно нашей песни, думаешь ли ты о любви или о разлуке? Наше занятие подошло к концу, а я предлагаю вам прослушать красивую песню «Алтын Юзук» с уже выученными новыми словами. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в новых выпусках Ерлапо Грен.